Вы смотрите программу «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Компания «Саханефтегазсбыт» увеличила объемы отпуска топлива на всех заправочных станциях Южной Якутии о суточных лимитах. В Алдане новое твердое покрытие проложат по 3 улицам. Расскажем подробнее. Гарантийный фонд республики пересмотрел меры поддержки бизнеса, утвердив сразу 2 новых решения. В Якутске прошел единый день подачи документов в учреждения среднего профессионального образования. Игнат Чамчоев представит Россию на чемпионате Азии по многофункциональному многоборью. Якутяне подали более 61 тысячи заявлений на получение земельных участков с начала действия программы «Дальневосточный гектар». По 26,5 тысячам обращениям участки уже предоставлены. По итогам 2025 года Якутия стала лидером среди регионов Дальневосточного федерального округа по числу участников программы. На долю республики приходится более 27% всех заявлений на получение дальневосточного гектара в ДФО. Полученные земельные участки жители Якутии используют для строительства жилья, ведения личного подсобного хозяйства, развития предпринимательства, сельского хозяйства и туристических проектов. Компания «Саханефтегазсбыт» увеличила суточные объемы отпуска топлива на всех автомобильных заправочных станциях Южной Якутии. Послабление ввели по поручению главы республики. Теперь суточные лимиты составляют 20 тонн на бензин марки АИ-92, 40 тонн на АИ-95 и 45 тонн на дизельное топливо. В результате удалось значительно нарастить объемы заправки автотранспорта в Алданском и Нюрнбергском районах. В заседании штаба под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака для Якутии закреплены ресурсы в объеме более 180 тысяч тонн. Это создает запас для бесперебойного снабжения жителей и организаций горюче-смазочными материалами. Якутия заняла 1-е место среди регионов Дальнего Востока по эффективности управления охраной труда. Общий балл республики 77,1. Это лучший результат в округе. В общероссийском рейтинге Якутия заметно улучшила позиции, поднялась с 61 на 34 место, сразу на 27 строчек вверх. Особенно удался региону показатель «Мониторинг условий и охраны труда». Здесь Якутия набрала максимальные 100 баллов и стала 1-й в России. Хорошие результаты и по другим направлениям. Например, по снижению травматизма республика получила почти 100 баллов, а по другим критериям вышла в топ-16 и топ-9. В Алдане в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» полным ходом идет масштабная модернизация дорожной сети. В этом году в новое твердое покрытие будут закатаны 3 улицы города общей протяженностью 4 километра 600 метров. Подробнее Руслан Павлов. Слой за слоем, метр за метром появляется новое твердое покрытие на дорогах Алдана. Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» идет по графику. Правда, на некоторых переделах есть отставание. Впрочем, не по вине подрядчика. Что влияет у нас на отставание в графике? Это всем известные причины по нехватке ГСМ. В нынешних условиях дорожную спецтехнику просто так на АЗС не поставишь, поэтому подрядчики находят пути, чтобы заправить укладчики и многотонные тихоходные катки. Методом подвоза, перетарки и так далее все заправляется. То есть асфальтоукладчик же не погонишь и каток на АЗС. Но и все решаемо, и все работает, все крутится. Были моменты, были простои небольшие. Пытаемся сейчас нагонять упущенное. Я думаю, все будет в срок выполнено. В прошлом году по нацпроекту в Алдане уложили 5 километров асфальтового покрытия. В нынешнем уложат почти столько же. Вдобавок появятся новые системы водоотведения, что уже видно невооруженным взглядом. В 2026 году в рамках реализации национального проекта ЕДЖ у нас задействовано производство работ 3 объекта. Мегино-Кангаласская, Артасолинская, улица Зинштейна. Общая протяженность объектов 4,6 километра, канав почти 3 километра, и также водоотведение у нас. Водоотведение 3 километра и тротуаров почти 3 километра.
В рамках нацпроекта в агломерации Алдана до 30 года планируется капитально отремонтировать и закатать в асфальт около 40 километров дорог. Задача – привести в нормативное состояние не менее 85% всей улично-дорожной сети города. В 2025 году мы 5 километров реализовали, 80 метров. В этом году 4,6 километра планируем. И каждый год у нас пойдет порядка 5-8 километров. По всем годам протяженности разные, потому что объемы производства работ где-то будет больше водоотведения, где-то тротуаров, где-то будем заполнять индикаторы просто протяженностью по усовершенствованному покрытию. Подрядчики, в свою очередь, не жалеют сил и строительных материалов, а главное, гарантируют качество работ, что повлияет на срок службы дорожного покрытия. Не жалеем, как говорится, ничего, ни битума, ни инертных материалов. Идем с запасом. Слои, допустим, заложения у нас покрытие. Мы пытаемся больше выложить, асфальт сделать толще. Естественно, чем толщина асфальта больше, тем асфальт будет стоять дольше. На сегодняшний день заказчик и подрядчики в унисон заявляют одно: если напряжение по отпуску ГСМ будет нивелировано, темпы работ существенно увеличатся. Руслан Павлов, Алдан. В Алданском районе появятся 5 новых микрорайонов, там возведут индивидуальные дома. Проект реализует по механизму комплексного развития территорий. Дома будут в едином стиле, но разной площади и комплектации. Например, с гаражом или без, на 1 или 2 машины, в зависимости от потребностей семьи. Новые кварталы оснастят необходимой инфраструктурой, проложат улицы, проведут газ, сделают освещение, построят социальные объекты. Механизм КРТ активно используют в Якутии. Сейчас в республике реализует 18 таких проектов площадью в 162 гектара. Их потенциал порядка 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья. В Якутии бизнес – это всегда про преодоление. Тысячи километров бездорожья, сложная логистика, а в последние годы еще и постоянные природные испытания, лесные пожары и паводки. Для многих предпринимателей это означает не только убытки, но и риск потерять свое дело. Именно поэтому Гарантийный фонд республики пересмотрел меры поддержки бизнеса, утвердив сразу 2 новых решения. Какие возможности появились у предпринимателей, расскажет Дарья Короленкова. Республика пережила непростое лето, и для многих предпринимателей встал вопрос, как восстановить дело, если кредиты висят грузом, а оборотных средств нет. Ответом на этот вызов стал новый продукт Гарантийного фонда – программа «Чрезвычайные ситуации». Ее главная фишка – это ставка. Предприниматели смогут получить поручительство всего за 0,1%, что является в разы ниже стандартных рыночных условий. Данный продукт позволяет обеспечить финансовые обязательства от рисков до 80% перед его финансовой организацией. Это больше, чем наши стандартные продукты, размер нашей ответственности, что позволит банку снизить свой риск и поддержать пострадавшего предпринимателя. И по данному продукту у нас 40 миллионов, до 140 миллионов получается по нескольким займам. Единовременно до 20 миллионов она будет поддерживаться по нашему продукту. Но помощь не ограничится только зоной бедствия. Второе нововведение коснулось так называемого арктического приоритета. Фонд совместно с Министерством Арктики снизил комиссионное вознаграждение для предпринимателей из самых отдаленных районов. От Среднеколымска до Оленька. Теперь бизнесменам из этих территорий гораздо выгоднее заходить в программу, так как их затраты на поручительство существенно сокращены. Новые программы только начали действовать, поэтому воспользоваться ими предприниматели еще не успели. Однако те, кто уже работал с гарантийным фондом по другим мерам поддержки, отмечают, что поручительство действительно помогает реализовать крупные проекты. Наша компания не раз пользовалась поручительством гарантийного фонда. Благодаря им мы смогли реализовать большие проекты строительные, школы, садики построили. Также считаю, что это хороший инструмент для поддержки и развития бизнеса.
Таким образом, гарантийный фонд одновременно усилил поддержку сразу по двум направлениям. Для предпринимателей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, появился практически символический тариф на поручительство и увеличенный объем гарантий. А для бизнеса арктических районов стали доступнее уже действующие механизмы поддержки. Главное, что льготные механизмы теперь работают на постоянной основе. Осталось дождаться, когда бизнес начнет активно пользоваться этой возможностью, чтобы восстановить экономику даже в самых сложных условиях. Дарья Короленкова, Артумен Наговицын, Илья Сыромятников, Якутск. Делегация федеральных экспертов Минздрава России высоко оценила работу республиканских врачей по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. В ходе визита специалисты министерства осмотрели материально-техническое оснащение учреждения. Так, в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» реализуется федеральный проект «Борьба с гепатитом С». В настоящее время на диспансерном учете состоит порядка 3500 пациентов с хроническим вирусным гепатитом С. Само заболевание передается через кровь или половым путем, в первую очередь поражая печень. В настоящее время современные лекарства имеют 100% эффективность против данной инфекции. 3 программы существует по нашей республике. Это федеральная программа, потом региональная программа и система ОМС. В данных программах наши пациенты как обследуются, так и получают противовирусную терапию, которая имеет фактически 100% эффект. То есть на сегодняшний день мы говорим об полном излечении от вирусного гепатита С. Все чаще в сети публикуются заявления выпускников школ о провале в поступлении в желаемые вузы. В конкурсе 100-бальников обходят участники всероссийских школьных олимпиад. В Якутии ситуация не столь плачевна, однако количество претендентов на одно учебное место тоже увеличилось. Тему продолжит Саргалана Неустроева. В этом году поступление для выпускников школ стало тем еще испытанием, ведь увеличился как порог проходных баллов ЕГЭ, так и конкурс. Приведу пример. В этом году только по одному направлению инженерно-технического института СВФУ насчитывается 15 бюджетных мест, а претендовало на них 523 абитуриента. В среднем на программу бакалавриата в нашем институте был конкурс очень большой. На одно бюджетное место в среднем конкурировало 10 абитуриентов. По показателям среднего балла единого госэкзамена у нас наблюдается динамика повышения, что говорит о том, что все больше школьников стараются поступать на программу высшего образования. И также это связано с более высокой мотивированностью. Такая тенденция наблюдается преимущественно по техническим специальностям, но и отдельные гуманитарные направления тоже пользуются большой популярностью. Увеличилось и количество целевых мест, что актуально для отраслей, где наблюдается нехватка рабочих кадров, педагогической в частности. В прошлом году многие организации образовательные не успели подать места, и, соответственно, подало очень мало. В этом году Министерство образования отработало очень хорошо, да, и большинство мест, которые были именно целевые, мы оформили. По предварительным данным, всего на грядущий учебный год университет набрал 2808 первокурсников. Из них 289 целевиков. Однако приемная комиссия продолжает свою работу. Впереди зачисление магистрантов. 20 июня продолжается набор заявлений, прием заявлений в магистратуру. Завершаем прием заявлений 21 августа и, соответственно, зачисление будет 29 августа. И еще также у нас в данное время до 15 числа, до 15 августа проводится прием заявлений для поступления на программу среднего профобразования, где у нас 355 бюджетных мест и 485 платных мест. Стоит отметить, что в стенах университета на удивление пусто. Никаких очередей и столпотворений, как это было несколько лет назад. Достаточно было ввести электронный документооборот. Теперь подать все необходимые данные можно через портал госуслуги. А при нехватке того или иного документа представители комиссии обещают связаться с абитуриентом. Саргалана Неустроева, Артумен Наговицын, Якутск. Выбери свою профессию. В Якутске прошел единый день подачи документов в учреждения среднего профессионального образования. Мероприятие проходит уже второй год на площади Дружбы и объединяет техникумы и колледжи республики в одном месте. Подробнее далее.
На ежегодном мероприятии собрались представители более 30 разных образовательных организаций СПО со всей республики, от транспорта и строительной отрасли до IT и медицины. Здесь подробно можно было узнать о каждом из направлений и получить консультацию об образовательных программах и узнать о самых востребованных профессиях. В этом году у нас такие направления, как программист, разработчик компьютерных игр и специалист по искусственному интеллекту. И по данным направлениям у нас бюджетные места рассмотрены в этом году. И после 11 класса, например, у нас специалист по искусственному интеллекту, там 12 мест. Очень много ребят подало документов. И будем ожидать, кто же попадет на данные направления. А после 9 класса у нас есть такое направление, как разработка программных обеспечений. То есть это программист, классический айтишник. Да? Вот. На данное направление тоже очень много ребят после 9 класса направило документы. Важная особенность акции – возможность подать документы сразу в несколько учебных заведений. Это помогает абитуриентам быстрее сориентироваться и осознанно выбрать подходящую профессию. Я закончил 31-ю школу, 9 классов, и я думаю поступать на сварщика. Как вариант, на примете у меня ЕПК. Сейчас вот хожу, смотрю, какие еще варианты есть. Сварщиком я хотел бы стать, потому что мне интересна эта профессия и потому что там адекватные зарплаты. И также есть возможность расти дальше и дальше. И, возможно, даже хотел бы открыть свою мастерскую. В этом году в более чем 40 колледжей и техникумов выделили около 7 тысяч бюджетных мест. В связи с этим учебные заведения усиленно готовят свои учебные корпуса и общежития для принятия будущих студентов. В этом году у нас идет набор на 75 мест для абитуриентов. 2 группы на базе 9 и 11 класса сварщики. И после 9 класса у нас идет набор мастера отделочных работ и декоративных искусств. Предоставляем иногородним студентам общежитие, благоустроенное общежитие. И у нас наше уникальное случай получается. Мы предоставляем 3-разовое питание каждый день бесплатно для всех студентов. Всего с начала работы приемной комиссии учебных организаций поступило свыше 41 тысячи заявлений от 26 тысяч абитуриентов. Большая конкуренция идет на поступление в медицинские и педагогические колледжи, а также колледж связи и энергетики. А с прошлого года продолжает действовать проект «Сетевые колледжи». В этом году у нас Якутский индустриальный педагогический колледж открывает по 5 направлениям. То есть это 5 учреждений. Якутский индустриальный педагогический колледж, Горно-геологический, Алекминский техникум, Южно-Якутский технологический колледж. Вот. То есть здесь студент может поступить, учиться в Якутский индустриальный педагогический колледж, получает теорию, а практику он уже получает уже в районах и там же уже трудоустраивается. Такой формат подачи документов позволяет поступающим получить всю нужную информацию и определиться с выбором своей будущей профессии. Тимур Колмогоров, Станислав Потапов, Якутск. Игнат Чамчуев представит Россию на чемпионате Азии по функциональному многоборью. Чемпионат пройдет с 14 по 16 августа в Казахстане, в Астане. В соревнованиях примут участие более сотни спортсменов из 9 стран. В число спортсменов из России вошел якутский атлет Игнат Чамчуев. На чемпионат Азии он отправляется в статусе действующего чемпиона. В 2024 году Игнат стал победителем в Узбекистане. Сейчас атлет активно тренируется, готовится защитить честь страны и намеревается подтвердить свой чемпионский титул. Подготовка идет отлично. Уже 2 недели уже интенсивные тренировки идут. На следующей неделе уже выступаем. Поэтому уже идет подводка к старту. Параллельно я веду и общественную деятельность. Мы проводим и соревнования. Вот завтра уже день физкультурника, также проводим соревнования. В целом готов выступить, защитить титул. Уже 2 года назад я стал чемпионом Азии. В этом году попытаюсь повторить это достижение и показать свой максимум на соревнованиях. В преддверии нового танцевального сезона юные спортсмены практикуют и совершенствуют свои навыки на учебно-тренировочных сборах. Подготовка, организованная Союзом танцевального спорта республики, продлится до 11 августа. Продолжит тему Анастасия Пуляева.
Пластичность, элегантность и твердость характера – это все про танцевальный спорт. Несмотря на летние каникулы, танцоры отрабатывают движения на паркете. Передачей знаний и накопленного опыта занимаются тренеры-партнеры и действующие спортсмены из Москвы. Меня всегда тянуло помогать младшему поколению, чему-то их учить новому. Сегодня у нас идет 3-й день сборов. Дети уже намного более активно работают, с большей отдачей, включаются в процесс быстрее, потому что у нас появился материал, который отрабатывается ими каждый день. Они искренне стараются и улучшаются. Сборы – это не только практика, но и возможность заявить о себе. Для детей параллельно проводится отбор в спортивный резерв республики. Из года в год Союз танцевального спорта совершенствует программу тренировок. Сейчас, например, состав тренеров-партнеров расширился, что выводит огранку навыков спортсменов на новый уровень. К ребятам по стандартной программе присоединились такие замечательные, известные танцоры нашей страны, как Михаил Ященко и Анастасия Горшкова. К слову сказать, Михаил является мастером спорта Российской Федерации, является многократным призером и чемпионом престижных российских и международных турниров. Очень сильно обратили внимание на то, что все ребята очень стараются и очень сильно хотят, чтобы у них получилось. И я считаю, что это, наверное, главное, когда вообще в целом для любого спортсмена. Всего в Союзе танцевального спорта более 300 детей из 11 клубов республики. На сборах же присутствует почти треть, более 70 человек. Главной задачей тренеров является не просто научить их движениям, но и обращать внимание на детали. Лично я очень трепетно отношусь к постановке, как они держат ручки, как стопы работают. Все это очень важно, такие простые, но очень важные азы. Мне нравится то, что учителя очень хорошо это проводят. Я узнала, что ча-ча-ча может быть мягким. Пока спортсмены только готовятся к началу танцевального сезона, члены сборной республики покоряют международную арену. На высшую ступень пьедестала в Китае поднялись дуэты Сергея Коротких и Леи Николаевой из Якутска, а также Богдана Безносова и Дарьи Кораблевой из Ленска. Анастасия Пуляева, Аэлита Махно, Якутск. В преддверии Всероссийского дня физкультурника в лагере «Галактика» Нерюнгринского района зажигаются огни новых спортивных побед. В 3-й смене стартовали малые Олимпийские игры. На спортивном мероприятии побывали и наши коллеги. Торжественное открытие перенесло ребят в эпоху Древнего Рима. Атмосфера античных состязаний, дух великих арен и ощущение причастности к чему-то по-настоящему масштабному. Все это стало прологом к главному событию смены. К нам пришли в гости наш отряд спортивной школы «Лидер». Пришла вся смена. И спортивная школа РЛ, и 13-я школа, и 15-я школа. То есть мы постарались демонстративно показать, как вообще раньше боги Олимпа спускались и как вообще проводились открытия вот таких вот спортивных состязаний. После церемонии открытия начались веселые старты. Юные спортсмены демонстрировали мастерство в беговых и прыжковых упражнениях, ловко управлялись с мячом, обручем и скакалкой. Особое место заняли командные задания и эстафета. Настоящее испытание на прочность коллектива. Здесь я участвовала в сценке за бога Зевса. Мы открывали, получается, Олимпийские игры. Сейчас проходят у нас веселые старты. Очень круто, мне очень понравилось участвовать. Каждое испытание – это не просто проверка ловкости и скорости, а возможность заработать заветные звездочки для своего отряда. Эти звездочки станут важной частью общего зачета. По итогам всех спортивных мероприятий, которые будут проходить на протяжении всей смены, определят самых активных, сплоченных и выносливых. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Таким мы видели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.